товарищи, мы покидаем этот гостеприимный солнечный город. Почти Витим, но не он. Витим называется. Крупная железнодорожная станция. Вот. Хорошая асфальтированная дорога через нее проходит. А дома вокруг обыкновенные. Видимо, как еще со времен советских времен. Ну, там слева видны вагоны даже стоят железнодорожные. Хорошая дорога только в самом Видиме. Сейчас она закончится, как только поселок закончится, и дальше опять старый асфальт с огромными латками. Приезжаем под железнодорожным мостом. Мимо нас проехала маршрутка на Мирный. Куда она, на какой Мирный она едет? Видимо, какое-то место Мирный. А может и к нам из Братска. Первый раз слышу Братска маршрутка. Мне кажется, они там умрут все на зимнике. Вот указатель на Братск. Но почему-то не написано, сколько километров. Сейчас мы посмотрим. Наверняка где-нибудь будет указатель. До Братска. Сколько-то километров. Да, вот он. Осталось 84 километра до Братска. А то есть куда это 200. Вообще-то у меня почему-то 226 написано. Вот из куда я засекал. Друзья, наше путешествие продолжается. Мы едем, доехали мы в Братске, сейчас находимся на АЗС Роснефть. Сейчас пойдем быстренько зальем полный бак бензинчика, и все у нас будет хорошо. Поэтому продолжаем. Сейчас еще в Братске найдем где-нибудь аптеку. Надо в глаза закапать. Видимо, на зимнике я перенапряг глаза, что-то немножко воспалились. Сейчас бывает такой дискомфорт небольшой. Ничего. Капельки покапаем, и все пройдет. А так все нормально. Едем, дорогу видно хорошо. Едем спокойно, дорога асфальт, шикарнейший, поэтому, как говорится, хоть поперек едь. Вот так. Шуруем на заправочку, можно платить. Блин, не вижу отсюда. Вот эта зеленая машинка. Не вижу отсюда, точно не вижу. Да? 4-я, по-моему. Меня еще бликует здесь. Друзья мои, машинка вообще показала себя на зимнике идеально. Средняя температура была 50 градусов минус. А мы ехали как будто, блин, на улице Таиланд. Тепло, комфортно, мягко, на кочках не трясет. Вообще классно, и подвеска, и вообще все отлично. Просто красавчики японцы, вам респект большой. И, как говорится, земной поклон. — 25 литров заливаем, все залилось. Опачки. Все, отъезжаем. Сейчас подождем своих. Здесь вот
встанем. Опа. Пойдем сходим в магазинчик. Там сопутствующие товары всякие посмотрим. Я уже не стал, там девчонки пошли в туалет, конечно. Ничего, вот тут хорошенькое нашли что-нибудь? А где у нас тут Вера? В туалете. Схожу. А вы с собой берете капучино или... Нет, сейчас здесь поедем. Здесь? Конечно. Разрешили нам. А что, можно, да? Вот столик. Да. Много чего тут интересненького такого есть. Но нам ничего не надо, у нас все свое. На роснефтевских заправках здесь есть такой аппарат кофейный. В кассу оплачиваешь, наливаешь себе кофеек. Эспрессо 90, эспрессо двойной 100, американо 100, американо 300, 120, капучино стоит 40, латте 140, макачино 100, горячий шоколад, галиссе чай. Наливайте. Ау. Мы в Братске на Братской гидроэлектростанции. Как вы знаете, это самое главное, можно сказать, достопримечательность города Братска. Высота плотины, ну, блин, не соврать, наверное, метров 300 я вот лично смотрел. Сверху над нами там проходят железнодорожные пути, по ним едут поезда. Мы едем по автомобилю. Ну, там эти всякие генераторы и всякое такое. Там много всяких залы вот эти, машинные залы там и так далее, вот они здесь вот расположены. Я помню, мы студентами были, и немножко не доходя вот это вот, где вот этот забор заканчивается, там небольшой лесок такой будет. А у нас наш институт, это Братский индустриальный институт, он чуть-чуть дальше там находится, буквально там совсем недалеко. Мы пешком ходили в этот лесок, там садились в лесу, разжигали костерчик, смотрели на Братскую ГЭС. Молодые были. Жарили какие-то там непонятные там кусочки мяса или что-то такое, вообще вкусно было. Вот где-то вот здесь, вот здесь. Сейчас просто немножко все переделали. Где-то вот здесь это было. И все, мы покидаем город Братск. Спасибо тебе за достопримечательности, за приют, за вкусные хот-доги на заправке. И мы поехали дальше. Наша следующая цель — это Иркутск. Но понятно, что мы туда не доедем сегодня. Мы будем ехать, пока нам не надоест. И обязательно где-нибудь заночуем, наверное, у Петра. Это самое такое, говорят, оптимально подходящее место для ночевки. Ну, я оттуда еще сниму что-нибудь, репортаж продолжу наш. Пойдем глянем, что нам предложат
Местная кухня Притулунского района. Мы в Тулун заезжать, скорее всего, не будем. Где-то мы проскочим вот годом тут наступающим. Тут тоже все заказывают. Ментай есть. Да не. С ментаем как-то это. Перебор уже. Наш ужин закончился, и мы поехали дальше. Решено доехать либо до... Короче, здесь гостиница оказалась так себе. И решили доехать, ну, возможно, до Петра. Ну, есть такая комплекс гостиниц у Петра. Кто знает, тот понимает. Сделаем сейчас небольшой крюк, чтобы объехать Тулун. Он, оказывается, огроменный городок. Реку Уда. Находимся в городе Нижнеудинске. Мост, наверное, метров 300. Офигеть, широченный. Обалдеть. Мы просто переночевали в Нижнеудинске. В какой-то непонятной гостинице. Надо было заснять, чтобы туда больше не ездить, заезжать. Утром был такой холод, что волосы чуть не покрылись инеем. Хорошо, одеяло теплое. Так, а мы едем дальше. Мы все-таки до Петра вчера не доехали. Скоро будем у него. На улице все так же холод. Ниже 40 градусов. Обратили внимание, река Засранка. Какая засранка, по-моему, застрянка. Ты че, Юра? Так, мы приехали к Петру. Вон, видно слева комплекс у Петра называется. Так, направо на Алмазай, до Красноярска 451 километр. Рядом заправочка есть, это Роснефть. Заезжаем на стоянку. Сейчас посмотрим. Едем на заправочку, тут туалет бесплатный. Видите, у меня комментатор все комментирует. Сейчас заправляемся по полной. Берем еще с собой даже по канистрочке на всякий случай. Но я вчера на стоянку встал и вдруг обнаружил, что у меня с бензиком-то не очень. Пришлось нам канистрочку занять. Сейчас придется возвращать. Что у нас с бензиком тут? Какие цены? Знаменитое кафе у Петра. На парковке, конечно, как всегда, полная. 5 рядов, фуры стоят, бани, гостиницы, комплекс целый. Кто не знает, а кто знает, тот понимает, потому что это самое известное на этой трассе кафеха. Машина, блин, машина, зверь, красавица, блин, вообще. Несет нас и несет. Еще написано 29. Это шутка. У меня на машине на термометре 40 и замерз термометр.
встречает. Народу немного. Все просто, но не знаю, говорят, очень вкусно должно быть. Щи томленые, грузди соленые, кофе капучино, отбивная боярская, салат Надежда, гороховый суп с сухариками. Ну что, с каши начинаем утро, да? Вообще местечко это очень известное, я бы его назвал даже эпичным. Самого Петра уже нету, кто-то вместо него руководит этим хозяйством. Но очень вкусная столовая, мы вот позавтракали здесь, просто обалденно. Все, блинчики, сырнички, яичница, красота. Смотрите, магазин, столовка, гостиничный комплекс там. И рядом Роснефтевская заправка. Обалдеть. В магазине можно купить и термоса, и все, что хочешь. Реку Бирюса. Огромнейший мост, широченная река, как Вилюй, наверное. Да. В тумане нифига не видно, но примерно где-то примерно столько. Перед этим стоял пост ДПС. Как мне подсказал один знакомый товарищ, говорит, этот пост ДПС работает всегда, в любое время суток, время года, независимо от этого, вообще по стране. То есть, говорит, я везде все ездил, где-то таких постов работающих нет, уже все позакрывали, и только здесь вот он работает. 350 километров до Красноярска, река Бирюса. У кого был холодильник Бирюса, всем передаю привет. Вот так вот. Вот федеральная трасса на Канск. Проходит через какую-то деревеньку. И Елизаветка называется, что ли. Но она освещенная, все, конечно, по последнему слову техники. Но деревня есть деревня. Вон мужик с ведрами идет. Вообще все как вот, блин, 100 лет назад, наверное, эта деревня как была, так и осталась. Вообще без изменений. Те же деревянные избушки, те же печки, дрова, заборы покосившиеся. Офигеть. Я даже не уверен, что тут сотовая связь есть. Магазин, обалдеть, и телефон, таксофон, прикинь, который карточный, а может даже еще монетный. Сотовая связь есть, говорят, да. А избушки вот эти с резными наличниками до сих пор стоят. Красота, а природа какая, обалдеть. Все, проехали Елизаветку. Всем привет из города, из деревни Елизаветка, всем горячий привет. Наверное, да, Елизавета здесь была, ее обозвали Елизаветкой, так деревня осталась. Идет крейсерской скоростью порядка 90 км в час. Поезд, везущий хвост. Грузовой состав идет с такой же скоростью, как мы. В какой-то деревне, не знаю, какие-то малые бурмаши, наверное, называются, или еще что-нибудь такое. Туман, молоко, блин, двух столбов не видно, как говорит Алексеевич. Потихоньку ползем по этой деревеньке. На улице что там, 39 градусов показывает, потеплело, но
туман в этой низине. Ой-ой-ой, какой. Аварийки повключали, едем потихонечку. Мы на Газпромовской заправке. Первая на этой, вот перед Канском заправка Газпромнефть. Заправили 95-й G-Drive. Не знаю, что это такое. Наверное, будет что-то крутое. Нам сейчас полетим. 180. То и вахуча всяких разных сопутствующих товаров. Туалеты, холодные напитки. От 30 литров кофе в подарок. Много всякого разного. Водичка. Да мне надо чистую на кофе взять на вечер, дорогой. Хорошо. Будем? Туалет-то работает? Работает. Туалет работает. Маленький, но уютный. Друзья мои, привет всем. Привет, привет, привет. Мы на Газпромовской заправке. Я так просто зашел носик припудрить. Потеплело-то как, а? Прям красота. Ну все. Попили кофе с круассанами и едем дальше. Мы в городе Канске въехали, вот проезжаем сейчас, наверное, центральные всякие такие достопримечательности этого города. Одна из них вот эта башенка непонятная, то ли это какая-то колокольня, или как это называется, не колокольня, а это какие-то ворота. Нифига себе. Вот новый рафик с правой стороны мы видим. Проехали. Гаишники стоят, караулят чего-то. А мы въезжаем на мост. Что это за река? Не получилось заснять название. Ну, можно только догадываться, что эта река, наверное, называется созвучно как-то с названием города. Потому что Илим, там Усть-Илимск, ну и так далее. Это, скорее всего, какой-нибудь Канск. Река, я не знаю, честно, врать не буду. Город Канск. Это уже Красноярский край. Городом он назвался в 1782 году. Население 88 тысяч человек. Достаточно такой и не маленький, но и небольшой город. В основном вот такой вот он весь. Улица Краснопартизанская. Мы вихляем по всему городу, потому что, ну не знаю почему. Может есть какая-то объездная дорога, но мы поехали через город. Наверное, специально нас ведут сопровождающие, чтобы мы могли заснять достопримечательности города. Вот сейчас с левой стороны какая-то, не пойму, то ли это завод какой-то старый, то ли какое-то историческое здание. Как? Как? А, река Кан, вот оно что. Это правый приток Енисея. Вот то, что мы переезжали через мост. Когда вот это вы еще по Канску покатались? Да, вот мне сопровождающие показывают, рассказывают, подсказывают, что мы по Канску никогда не были. И вот теперь будем знать все о нем. Тем более мы еще и вам подсказываем, рассказываем, дорогие мои товарищи, друзья, подписчики. А может, у меня и в Канске есть подписчики. Вот смотрят меня, может, и говорят: елки-палки, вот спасибо-то. А мы, блин, думали, кто же нам снимет кино про наш любимый город. А мы вот бац и засняли.
Правда, туман такой, что ни хрена ничего не видно. Солнышко вон там. Кругляшок в тучках висит и все. 100 метров и ничего не видно. Крупный железнодорожный узел в Канске. Вот мы сейчас как раз переезжаем мост железнодорожный. Слышите, да? Стыки. Поэтому, естественно, хорошо, когда в городе есть железная дорога. Железнодорожная станция. Можно пойти там посмотреть, чайку, кофейку попить. Можно сесть на электричку, съездить куда-нибудь. У нас вот в городе нету электрички, нету железной дороги и железнодорожной станции. Поэтому город наш не сильно развит. Пусть меня простят мирнинцы, но, к сожалению, у нас вот так. Нет, заправляться мы не будем. Мы покидаем чудный город Канск. Вот его входная стелла. Здесь бензинчик Газпромнефть по 45 рублей 10 копеек 95-й, 41 рубль 70 копеек 92-й. Но это Газпром, это не Газпромнефть. Или наоборот Газпромнефть, но не Газпром. Короче, говенный бензин здесь, не так сказать. Все, мы прям дальше. Следующим пунктом у нас будет Красноярск. Здесь начинаются уже степи. Дорога, я вижу, какая-то не очень хорошая. Видимо, губернатору Красноярского края нужно что-то подумать над этим вопросом. Вот у нас указатель, значит, до Красноярска нам остается 200 километров, до Новосибирска 1044, по-моему, если мне глаза не изменяют. Уехали. О, цивилизация. Папа Лофт. Так, а салатики какие есть, чтобы мы не тыкали пальцем? Предыдущая кафешка оказалась никакая. Мы быстренько оттуда срулили и сейчас в Папа Лофт заехали. Новое кафе. Видно, только открылось. Там второй этаж есть. Тут штуковина такая с пирожками. На вид, конечно, не очень хорошие пироги, по-моему. Как-то они... Нет, ты не смотри такие пироги, иди ты нафиг, ты чё? Прекращай. Сейчас закажем что-нибудь, супчик, да, или что там? Да, есть там и борщ, соляночка есть, куриного только нет. Итак, мы проехали Красноярск по объездной, вернее, объехали его. Сейчас заезжаем на мост, знаменитый мост через реку Енисей. Глобальный, конечно, такой грандиозный мост. Очень интересная конструкция у него такая. Сейчас вот мы заедем и увидим. Енисей, конечно, в тумане, но не замерзший. Посмотрите. Видите? Почему он не замерзает, я не знаю. Ну, скорее всего, просто он большой. Ну и к тому же здесь Енисейская ГЭС, я так понимаю, расположена. Смотрите, как эпично вообще все это, да? Обалдеть. Вот это я вас просветил сегодня. Красота. Енисей, конечно, не видно, но он там где-то внизу, вон видно водичка. Ну все, достопримечательность закончилась очень быстро. Пролетели, проскочили. И мы дальше прям на Новосибирск. По объездной Красноярск заезжаем.